Всем привет, друзья! Сегодня у нас такой обед. У нас мясо сегодня будет тушеное под луком, луковом соусе. Многие это мясо называют, даже не многие, а очень многие называют это мясо по-кремлевски, но у нас это просто мясо в луковом соусе. Это наши мамы делали в печке, но мы на плите. Так, немножко кратко. У нас тут мясо. Знаете, мясо где-то, наверное, грамм 700-800. Закрываем это все луком. Ну, лука не жалейте, потому что из этого лука получится прекрасный соус. Вот. Все очень просто и как бы это очень вкусно. Тут главное что? Готовка. Время. Да, ведь, Маша? Да, больше, чем больше рано готовишь, чем мягче будет мясо, вкуснее, сочнее, пропитается всем этим соком, луковым соком. Да. И что будем, это самое, потихоньку будем снимать. Ну и масло сливочное вкус дает. Обязательно сливочное масло на сковороду. И этот весь противень идет на плитку. 100 грамм воды примерно Маша добавила еще, чтобы это все начинало тушиться. Ставим сковороду на плиту, или вместо сковородки у нас сковорода с очень высокими краями. Она как типа получается как кастрюля даже. Вот. Можно брать. Ну, здесь удобно нам готовить. Да, потому что она с высокими краями, как называется этот, как казанчик такой небольшой. Ну, это все у нас тушится, друзья, а для этого мяса нам нужно приготовить хлебушек. Вот именно этот хлебушек подходит для такого нежнейшего мяса. Самый вкусный хлебушек, лепешка такая, но именно для такого мяса, чтобы макать в жижку этого мяса. Потому что мясо выделит очень много сока с луком. И будем макать. Сейчас начнем делать хлебушек. Вернее, Маша будет делать, я буду снимать. Так и есть. Я готовлю, ты снимаешь. Поехали дальше. Взяли воду. 250, у меня здесь теплая водичка. Сначала проверим дрожжи. Пусть они у нас заработают. Чтобы могли быстрее потом тесто поднимется. Так, чайную ложку сахара добавила и дрожжи 2 чайные ложки. И это кладем, ну я поставлю возле печки в теплое место, в теплое место. Пусть у меня это заработают. Должна появиться шапочка. Я добавлю, если это самое в ложках тяжело мерять там или что ли, 5 грамм, давайте. 5 грамм дрожжей, примерно. Примерно так 5 грамм, да. У нас предпечье, самое теплое место, и туда. А там ждет замесочная миска, есть мука, и все. Вот у нас, может даже и 5 минут не прошло, как дрожжи заработали. Выливаем в миску. И будем месить тесто. Но я бы посоветовал, друзья, не в граммах смотреть муку, а по состоянию теста. Сейчас Маша будет замесывать. Может, у нас здесь 350 грамм муки, и может она даже и не уйдет. Такое количество. Так, добавляю соль. Пол чайной ложечки соли. Немножко масла. Столовая ложка масла. И размешиваем тесто. Муку просеиваем.
тесто готовое. Мука 350 полностью ушла. А теперь поставим в теплое место. Пусть у нас поднимается. Ну и еще добавлю, друзья, что пока, ну где-то, наверное, надо 1,5 часа ждать примерно. И за это время 2 раза ронять это тесто. Тесто будет подниматься. Вы аккуратненько выпускаете воздух из теста. Ну и как бы снова замешиваете. Ну то есть роняете тесто, она снова поднимается и заново роняете. И пускай она снова поднимается. И отправляем в теплое место. Немножко времени прошло у нас, друзья, где-то полчаса. Тесто, смотрите, приподнялось. И сейчас Маша будет ронять ее, ну, как бы замешивая, или как правильно по-русски, это не знаю. У нас янчом сыпалоянка, или ну, или как называют, как говорят. Ушкадлам. Да. Роняем тесто, если по кому, и дословно, если привести. Ну, чтобы оно опять воздух вышел, и оно заново поднялось. Пару раз так делаем. Первый раз покажу, а потом второй раз уже не буду показывать. Ну вот. Теперь заново укрываю и обратно на печку. Все повторяется. Это одно и то же движение. Ну и, друзья, час у нас прошел. Там еще тушится. Я уже туда не буду подходить. Сейчас Маша сюда поставит сковороду. Смотрите, все тушится там. Видите, как там. Сколько много там сока. Но мешать ничего не надо, друзья. Ничего не надо мешать. Сейчас прямо сейчас сюда. Вот прямо вот будем. Что ты, Маша, будешь добавлять? Сахар. Чайная ложка. Сахарный песок аккуратненько. Видите, ничего не перемешиваем. Просто вот так сверху кладем. Масло растаяло, водичка, там сок лук выпустил. Это у нас что? Так. Чеснок сухой, сушеный чеснок я кладу. Можно, конечно, и Свежий, да? свежий чеснок, но я кладу сушеный. Это тоже будет очень вкусно. Где-то ложечка сушеного чеснока, ложечка Чайная- сахара. Чайная ложка. Так, чайная ложка соли. Ну, уже Полтора. потом 1,5 чайной ложки. в конце можно соль проверить на вкус. Видите, это уже в самом конце. А сейчас вот просто посолим. Перец. Немножко перцу. Свежемолотый перец такой. Нормальненько так. И добавляем уксус. 6% уксус, 2 чайные ложки. Вот этот уксус и придаст Пикантности. такой, во-первых, он способствует размягчению мяса. Во-вторых, такой очень своеобразный вкус всегда дает уксус, что в шашлыках, что в этом мясе. Вот замечательно, друзья. Ну, и отправляем сейчас опять на плиту и будем варить до готовности. Тушить. Смело этому блюду можно сказать, что надо готовиться, ну, Чем больше, чем больше, тем лучше. Просто мы будем держать уже где-то часа, наверное, 2. час протушили уже. Да, и еще час. У нас мясо свинина. Если говядина, берите сразу уже на 3 часа рассчитывайте. Будете готовить, рассчитывайте на 3 часа, чтобы говядина, она прям вот таяла. Она как бы должна быть как тушенка. Мягкое мясо. Мягкая, да. А у нас шейное мясо, а свиное шейное мясо, оно быстрее готовится. Поэтому 2 часа. Но у нас же где-то самое, к этому мясу идет хлебушек, и вот все ждем, когда еще раз поднимется, уже крайний раз, и потом будем раскладывать. А мясо, оно никуда не денется со плиты, пускай готовится. Ну что, крайний раз уже, это уже у нас 3-й раз поднялось тесто наше. Всё. Оно все пушненькое такое, сейчас мы это все освободим и сделаем. Можно сделать лепешки, можно сделать такие колобочки. Ну, примерно на 4 части разделяем, и что у нас получится.
Хорошо бы, чтобы это наша выпечка влезла за один раз в наш противень. Ну, я не знаю, влезет или не влезет, конечно. Дай бог, чтобы влезла. Ну, примерно такие вот 4 толечки. И теперь вот такие заготовки. Маша сделает. Лепешки такие. О. И сразу на противень. Вот. Ну, в принципе, 4 штуки должно влезть. Я не знаю, да, как будем вот дальше будем на противне же это все. Как правильно выразиться, Маша? Помоги мне. Прямо здесь на противне будем руками, да, растягивать. Сделать такие лепешки. Мясо у нас там еще, друзья, готовится. Ну, делаем все так, чтобы одновременно это все примерно получилось. Чтобы мясо горячее еще было, и лепешки как раз вышли, и из пыла жара это все покушать. Так, ну, 4 лепешки. Это пусть у нас опять, значит, Минут 10 постоит так. ну да, Поднялось. 5-10 минут, чтобы поднялось, и потом будем растягивать, делать такие большие лепешки. Взяли желток и йогурт, не сладкий, без сахара. Кладем ложку йогурта и размешиваем с желтком. И этой смесью, друзья, будем смазывать наши лепешки. Вот такая смесь, такая жиденькая. Смотрите, какие колобочки так поднялись. И прям Маша руками вот прямо растягивает. Оно пышненькое такое. Даже можно еще растянуть. Видите? Все воздушное тесто. Очень хорошее тесто, друзья, рекомендую, конечно. Прям руками вот так. Вот эти все ямочки, они как раз и придают этому хлебушку такой особенности, что ли. Сейчас вот Маша растянет это все. Прям растянет. Вот такие лепешки. Ох, как раз к нашему мясу горячий хлебушек. Мясо уже тоже на подходе. Мы пробовали, оно уже мягонькое, но доходит еще. Вот так. Смотрите, какие классные лепешки, друзья. И вот на каждую вот такую лепешечку 1 столовую ложку вот этого йогурта, яично-йогуртовой смеси. Думаю, и сметана сюда подойдет тоже. Ну, у нас йогурт есть без сахара. Потому что сахар сюда не нужен. Прям руками, вот так, прям руками. Пропитываете это все дело. Я вот смотрю на вот эту возню всю, называем, скажем, этим словом, конечно, может быть, чуть-чуть звучит так, возня такая. Стряпню Машу, да? Я смотрю со стороны на Машу и всегда умиляюсь. Хозяйка готовит на кухне, это так приятно, когда смотришь. Вот со стороны смотришь и с такой любовью и спокойствием. Я ведь шабутной, да, а Маша, она спокойная. И готовит себе. И я уверен, что это на 1000 баллов вкусно. Так, не болтай лишнее. Так что у нас духовка готова. 250 градусов, жар максимальный, друзья. Да. И на 7-10 минут отправляем в духовку. Смотрите, чтобы не подгорело. Готовиться должно быстро, не высохнуть и не сгореть. Вот так. Так, у нас мясо уже, наверное, готовое. Размешиваем все это потихоньку. Вот такое сочное мясо у нас получилось. Аромат такой. И мясо такое все вон мягкое, нежное.
Мясной сок есть? Да. О. Сок тоже есть. Вот и Ой. хлебушком будем кушать это. Макая. Так, значит, я плиту выключаю. И пусть пока потомится еще немножко. Вытаскиваем. 10 минут, друзья, у нас прошло. 10 минут. Смотрите наши лепешки. Ну как вам? Здорово же, да? О, классно. Ароматно. Невероятно. Авансом 1000 нравишек, 1000 лайков и миллион поцелуев в машине. Ну разве, друзья, не красота, такие лепешки? Вот, полотенчиком. Ну, друзья, пообедаем давайте. У нас мясо готово. Сейчас пылу жару. Хлебушек вон там, да? Машенька картошку приготовила, это пожарила быстренько. Салатик там. И смотрите, мясо, оно нежное, сочное. Там сок. Что здесь будет и это самое и мясо, и мясной сок тоже на тарелочку, чтобы макать. Ну, мы, в принципе, если вдвоем, то, если честно, мы прямо в сковородку макаем хлебушек. Маша, наверное, так и сделает, да? Вот. Что нам стесняться-то? Ничего стесняться. Смотрите, это в чем мягкое. Ну-ка, покажи один кусочек, какой он кусочек мягкий. Прямо, вот прямо, вот, ну, буквально, вот, смотрите, он сам рассыпается. Если были бы кости на мясе, то они мясо бы отвалилось из кости. Прям, ну, тушенка. Как тушенка. Действительно, 2,5 часа тушилась, это свиная шейка, это еще говядина куда ни шло, а это вообще как нежное. Что у нас там с хлебушком, смотрите. Смотрите, какой он мягонький, он весь пропекся, смотрите. Чтобы не было потом комментариев, чтобы не пропекся хлебушек. Лепешка такая, ну это хлебушек. Горячее мясо, горячий хлебушек. И прекрасная моя хозяйка Машенька. Ну что, пробуем? Закончилась готовка, друзья. Все показали. Вот хлебушек прям вот нашем макани сразу, не стесняясь, макани сразу мясной сок. И сразу я посмотрю, ну, оценю этот мясный сок такой. Вкусный веет. Прям, ну, друзья, я не знаю. Это какое-то наслаждение вкуса. И вот так мы кушаем. Но это еще, друзья, надо на горячее это все. Но у нас как раз мы подгадали это все. И хлебушек, и мясо. Ну и как? Я не знаю, полный рот у меня вкусности, а хочется тебя расцеловать. Вкусный. Мясо вообще. Мясо как тушенка. А хлебушек с краю немножко хрустит, а внутри очень-очень мягкий. Нежное мясо, очень сочное. Ну вот уксус дает свое. Можете ложить, конечно, травы, приправы, но у нас ничего такого нету. Ну, не кладем мясо. Должен быть вкус мяса. Я и жарка, пока мы. Давай. Да, чувствуй. Ну, Маша картошечку там, салатик. И это мясо еще останется, друзья, нам сделать гарнир из риса, из макарошек, пюрешку можно. Когда остынет, просто подогреть, покушать. В праздники вот это мясо, приготовленное в луковом соку, такое, местном соку, собственном соку, даже шашлыка не надо. Просто вот пожарил такое мясо и наелся от пуза. И под виноградный напиток можно под что-нибудь более крепкого такого. Отличный вариант. А мы просто так кушаем. Тоже отлично. Маша умкая, значит вкусно. Ческид. Вот такой ческид. Можно еще сказать амин ческид и йона ческид. Очень вкусно. Давай еще кусочек. Сочное мясо.
лук в соус превратился. Как такого лука там уже, ну, как пюрешка. Лепешки можно со сметаной тоже сверху намазать, но они сметанники называются у нас, как булочки. И мы больше любим вот так, лепешечки такие делать, потому что их легко ломать так. Ну, прям разрываешь как будто пополам лепешечки. Вот, Маша, покажи еще, как разрывается это все. Мягенько, вот согни, пожалуйста, покажи еще. Она, лепешка маленькая, не думайте, что она это самое. Прям согни, согни, согни. О, видите, какая она мягенькая. Она очень это самое, мягенькая такая. И пополам прям рвешь. И когда хлебушек ломаешь, он, наверное, 2 раза вкуснее, чем режешь ножом там. Ну, давайте, наверное, мы закончим наш ролик такой. Очень вкусный ролик и очень сытный ролик. Всем пока, друзья. До новых рассветов. Готовьте такое мясо и готовьте такие лепешки. Будет вкусно. Вам понравится. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.